Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на вашего мужчину. Давайте узнаем, как он вас видит, кем он вас видит в своей жизни, ну и как к вам относится. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Представьте его, назовите по имени, задайте ему свой вопрос. Так и спросите, кто я для тебя, кем ты видишь меня в своей жизни и как ты видишь и воспринимаешь меня. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие и любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть ваши силы двумя руками пусть скроют то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем уже говорила. А мне нравится то, что я вижу. Конечно, есть проблемы, но куда без этого. Но мне очень нравится то, что я вижу. Смотрите, видите, пара. Прекрасная, худенькая, элегантная, желанная женщина под номером 1. И мужчина такой прям плотненький, собранный, сгруппированный и в шубке. Это хороший знак. Он видит вас своей идеальной парой. И, девочки, он знает, просто вот знает, что благодаря вам, видите, буква А уносит вверх, у него начнется новая жизнь. Благодаря вам, вместе с вами, только лишь с вами, у него действительно может начаться новая прекрасная жизнь, новое начало. Себя он видит в этих отношениях добытчиком, защитником, гарантом вашего совместного счастливого будущего. Вас же он видит в этих отношениях красотой, умом, украшением, да, пары, жизнью, украшением жизни. Он гордится вами, девочки. Вот хотите верьте, хотите нет, но он вами гордится и он вами хвастается. Ему приятно с вами где-то вот под ручку идти и так, чтобы вот знакомые увидели, чтобы там мужики знакомые скривились и сказали: ох, за что ему такое счастье, ах, почему такая красавица выбрала это чудовище, да, вот такие вот моменты. Вы своей утонченностью, красотой, элегантностью, острым умом, вы ведь девочка непростая, да, вы женщина непростая, вы действительно звезда, вы как будто бы повышаете его статусность, да, он более респектабельно рядом с вами чувствует себя и выглядит, он вами действительно хвастается. Даже если у вас еще и нет полноценных отношений, но вот поверьте, он вас вводит в те места, где его бывшие, где его знакомые тусуются. Может быть, он к ним не подходит и не знакомит вас с ними, но они вас видят. И этот ваш мужчина, он просто вот сияет в моменте. Ох, я нос бывшая утер, ох, я там другу нос утер, ох, какая шикарная женщина рядом со мной. Прям, девочки, он верит в вас, верит в вашу любовь, в вашу пару он верит. И все ставки он делает на то, чтобы вы были вместе. У мужчины очень сложный характер. Ну, просто отвратительный местами характер. Вы уже в этом, скорее всего, убедились. Либо вам еще предстоит это все узнать. Опять же, вы давно вместе, либо вы только начали встречаться. Да, мужчина это все прекрасно знает. Хочет ли он меняться? Нет, ему это не надо. Он считает, что он хорош во всем. Ну, эгоизм, самомнение, раздутое эго никто не отменял. Но с другой стороны, если это станет прям конкретным камнем преткновения, то мужчина может маскировать свой характер. Он может делать над собой усилия, и он может контролировать свои действия и поступки. Это так, чтобы вы знали, чтобы вы сильно там не боялись. Еще я вижу, что мужчина
ваш загаданный, он, ну, как бы других женщин знал. Возможно, для вас это не секрет, да, что у него были другие женщины, возможно, он и в браке был, а может быть, даже не единожды. Ну вот были у него женщины. Но таких вот мурашек, таких вот бабочек в животе ни с одной другой женщиной он никогда не получал. Уж не знаю, любовь ли это, да, вот та самая настоящая. Либо вы настолько идеально друг к другу подходите, вот у вас очень гармоничные энергии друг на друга ложатся. Ну, его действительно мурашит от вас. У кого-то еще отыграется, что мужчину иногда там током бьет. Ну, либо вас, возможно, вас двоих бьет друг от друга током. Это ваши страсти, либо это тот заряд энергии, который вы вместе вырабатываете, да? Когда ваши энергетики друг на друга накладываются. Смотрите, у ваших отношений, у вашей пары есть какая-то противница, женщина. Именно женщина, она противница, она не хочет, чтобы вы были вместе. Эта женщина может быть как и с вашей стороны, так и со стороны мужчины. Но даже эта противница, когда вас видит вместе, умиляется. Ну, потому что вы классно выглядите вместе, вы как-то идеально друг друга дополняете. Вы действительно очень красивая, такая светлая, позитивная пара. Что вот даже эти ваши враги, недоброжелатели, даже они это признают. Но с другой стороны, я вижу, что вы настолько хорошо выглядите, что очень много завистливых глаз. И действительно могут вас, вашу пару, ваши отношения глазить. Вот те ссоры, те конфликты, которые возникают, ну, либо вот обида, может быть, это все действие этого дурного глаза. Я бы на вашем месте, если вы планируете с этим мужчиной действительно долгосрочные серьезные отношения, поставила бы защиту. Защиту на вашу любовь, защиту на ваши отношения. Потому что вот этот глаз, он реально мешает. Он реально может вот прям такая ложка дегтя в бочку меда попасть. Конечно, тут нужно позаботиться о безопасности вашей пары и вашей любви. Какой он видит вас? Ну, красивой, очень красивой, самой красивой. Вот он прям смотрит на вас и облизывается, как кот на сметану. Вот правда, девочки, красивая, вы молодая, вы энергичная, вы сексуальная, вы горячая штучка, понимаете? В его глазах вы горячая штучка. И ваши внешние данные вот полностью его удовлетворяют. Не то чтобы даже удовлетворяют, они вот для него самые вот желанные и аппетитные. Но кто-то из девочек может сказать: ой, а у меня там лицо круглое, да? А по канонам, по стандартам там должны быть вот эти углы всякие, да, там углы Джоли, по-моему, называется. Вот. А ему они не нужны. Наоборот, ему это кажется некрасивым. Ему нравится ваше лицо, луналикое лицо. А кто-то из девчонок скажет: да у меня там лишний вес, у меня там, ну, целлюлитик присутствует. А он прям с ума сходит по вашему этому лишнему весу, по вашему целлюлитику. Для него это самое желанное и возбуждающее, понимаете? Вот ему прям очень все подходит и очень все нравится. И также он, девочки, видит, что вы очень умная. С одной стороны, как бы, да, это классно, но с другой стороны, это сложно, да, тяжелый момент для мужчины принять и согласиться. Потому что таких умных еще не было. И для него это вообще как-то в новинку, что женщина может быть умной, что женщина может в чем-то разбираться, причем разбираться не хуже профессионала, что вы можете ему фору дать в каких-то вопросах, что вы действительно профессиональнее, либо, ну, извините, IQ выше, чем у него. И восхищает, и в то же время немножко пугает, да, то, что вы такая. И еще хочу сказать для тех, кто давно в отношениях. Ваш мужчина, он про вас иногда думает и говорит, что вы какая-то не от мира сего, что у вас явно, ну, есть какая-то чертовщинка, либо что вы еще та ведьма, да, ведьма приворожила меня, привязала к себе. Ну, потому что он без вас не может. На других женщин у него не стоит, а другие женщины вообще его не волнуют. Всегда тянет к вам, всегда тянет быть рядом с вами. И плюс вы же все про него знаете. Вы его очень всегда этим удивляете.
И сколько бы вы ни были в отношениях, он все равно продолжает удивляться. Он такой, ну откуда она все знает? Ну как она это все знает? Она что за мной следит? Она что подглядывает? Что шпионов подослала ко мне? Он не раз уже, знаете, обновлял все свои гаджеты, перезагружал, не перезагружал, а переустанавливал, да? Потому что были такие ситуации, когда вы, ну, действительно, как будто бы, ну, ясно видели, да, что он от вас прячет, скрывает, либо намеревается сделать, утаив от вас. И он такой, ну как она это, ну откуда она это берет, ё-моё, да что такое, прослушка, программа «Шпион», что кто-то со своих этих крысятничает, из друзей там парней, да, крысятничает, вам там сливает всю информацию. Но нет такого, он проверяет, он найти не может, он понять не может, такой, точно ведьма, она же все знает наперед, у нее ясновидение. И это, конечно, да, доставляет ему дискомфорт, но с другой стороны, он очень полагается на ваши эти таланты, на ваши качества, потому что он прям верит, что если что-то будет негативное либо плохое, вы всегда предупредите, вы всегда об этом скажете, расскажете, ну, маячок ему точно дадите. И вот мужчина точно знает, он точно уверен, что пока вы вместе, беды не будет, да, потому что вы и решить можете, и предсказать, и предупредить, и вообще вы такая, с вами не страшно. Кстати, мои хорошие, вот хочу поговорить с вами на такую тему. У кого-то, возможно, были такие ситуации, что вы мужчину предупреждали, мужчина такой, угу, ага, и делал по-своему, а потом случалось именно так, как вы предсказывали. И еще я вижу, что у кого-то есть очень сильная защита от обид, от обидчиков. То есть, возможно, непроизвольно вы, ну, вот сами наказываете тех, кто вас обижает. Допустим, если этот мужчина вас обижает, либо вас обманывает, либо ведет себя как-то, ну, неприлично, нехорошо, ему потом возвращается, ему потом прилетает. И он сначала этого не понимал, а потом, знаете, вот как повторяются ситуации, он начал проводить параллели, и он понял, что да, действительно, вот если он вас обидел, обманул, либо что-то там не так сделал, то ему всегда вернется. Если же он все делает правильно, хорошо, он вас ублажает, вы радуетесь, вы довольны, никаких проблем нет, то ему и по жизни начинает вести, да, у него там все хорошо складывается, у него там проблем меньше, у него там денег больше приходит, да, больше каких-то таких положительных моментов. И он такой просек эту фишку и старается вас не обижать и не огорчать. Но опять же, вот этот его ужасный характер, вернее, частично ужасный характер, все-таки ему портит, да, портит картинку, портит его имидж. Так, что он хочет от вас? Любви вашей хочет. Он хочет, чтобы вы, кроме него, никого другого не видели и не замечали. Чтобы вот он был для вас один, единственный, неповторимый на всю жизнь, на все века. Чтобы вы там ни вправо, ни влево не смотрели, не говорили, не знакомились, никак как в жизни других людей не участвовали. Тут у кого-то мужчина очень сильный ревнивец. Ревнивец, причем ревновать он может вас кому угодно и к чему угодно. То есть начиная там от детей и родственников ревность идет, заканчивая, например, собачкой либо гаджетом. Он может дико ревновать, и ничего с тобой поделать он не может. Он понимает, что это неправильно, он понимает, что раз вы с ним, значит, вы его выбрали, что вы женщина честная, что вы не станете его обманывать, не станете его предавать. Но при этом он ничего с собой поделать не может. Вот эта ревность, она просто застилает красным полотном ему глаза. Вот у него даже у кого-то вот отыграется, что были мысли идти и лечить эту ревность, да, исцеляться от этого недуга. Но пока это только лишь мысли. Ну, стыдно же признать, что я вот не такой, да, что я вот немножко с дефектом такой вышел. Так, для чего вы ему нужны? Ну, для счастья, для жизни, для будущего, для этого нового начала. Смотрите, видите вот эту звездочку? Маленькая звездочка, а здесь вот козочка. Ну, тут мужчина, он о вас думает как о звезде, да, вы его путеводная звезда. Вы как его желание его сердца, да, он на вас загадывает. Вот если есть возможность загадать желание, он всегда загадывает, чтобы вы его любили, никогда не разлюбили, никогда не оставили.
Вот. Но при этом он и козочку маленькую нарисовал. То есть ему в какой-то степени ваш характер, ваша строптивость, ваша независимость все-таки не нравится. Ему бы очень хотелось, чтобы вы были более покладистой, более принимающей и более спокойной. Возможно, вы и спокойна, да, но если вас, например, там выводить, доводить, то вы можете и, извините, рожками боднуть. Да так боднуть, что мало не покажется. Ну, козочкой нарисовал. Ну, это его переживания, да, не обижайтесь на него. Он вас и козочкой любит, и звездочкой, и козочкой, и любой он вас любит, и любой он вас принимает. Да, но все-таки какие-то моменты именно вашего поведения, либо то, как вы себя транслируете, иногда вот ему кажется слишком строптивыми, и что вы очень эмоциональны, и что вы можете взбрыкнуть в любой неожиданный момент, и он, бедненький, растеряется и не знает, что ему там сделать, как к вам подойти, как подмазать. Это есть. И еще он видит, что вы женщина, у которой есть кинжал. То есть острая на слова. Вы иногда так можете сказать, что ни одним оружием так не ранишь, да? Ни одним этим колюще-режущим не ранишь. Вот кинжал вы прячете за спиной. То есть так вы милая, улыбаетесь, добрая, открытая. Но если против шерсти, либо если что-то не так наперекосяк сделать, то вы вот прям заколите. Причем очень больно колите. И ему все время хочется этот кинжал у вас забрать, да? Чтобы больше не кололи вы его. Но он глупенький, не понимает, что именно в этом кинжале, в этой козочке и есть то, что он любит вас. Если этого не будет, то вы будете абсолютно пресная, да? Возможно, он вообще потеряет к вам интерес. А так вы его всегда держите в тонусе. Вот он не знает, чего от вас ждать. Вот на что вы можете пойти, какой вы там кульбит можете выкинуть, да? Он не знает, чего ждать. Вы женщина-загадка. Вот сколько бы он вас не знал, он все равно раскрывает вас по-новому. Каждый раз вы новая, каждый день вы новая, каждый час вы новая, понимаете? Вроде как бы он уже может предугадать, предсказать, но никогда не угадывает, потому что вы всегда ведете себя по-новому. По-разному, по-новому. Женщина-загадка, женщина, которую невозможно познать, и всей жизни не хватит для того, чтобы вас изучить и достоверно ответить, кто вы такая на самом деле, да, либо предсказать ваши действия. Ну, непредсказуемая вы девушка, ну, вот такая вы. В этом ваша прелесть, в этом ваш шарм, в этом ваше очарование, да, поэтому так сильно тянет к вам. Женщина-загадка, а он, будучи мужчиной-охотником, все пытается выйти на ваш след, но вы очень классно заметаете следы, и вас практически невозможно разгадать. Так, еще, мои хорошие, если вы смотрите на любовника, загадали на любовника, у него есть, например, там жена, и вы понимаете, что отношения как бы тайные, да, и неизвестно, чем это закончится, я вам так скажу, вы та самая женщина, ради которой этот мужчина может пойти на развод, и, скорее всего, пойдет. Чем бы ни грозил ему развод, отлучением от семьи, потерей там имущества, денег, всеобщим осуждением, потерей репутации. И этот мужчина ради вас готов на это пойти и, скорее всего, пойдет. Опять же, это не тема расклада, но тем не менее, вот как я вижу, он готов. Он готов, и вы та самая, с кем он действительно хочет прожить всю свою жизнь. Вы та самая, с кем он хочет состариться, понимаете? Вот он верит и в вас, и в любовь, и в то, что все будет хорошо, если вы вместе. Также мужчина показывает, что был какой-то момент, когда то ли вы в него поверили, как одна единственная из всех, кто в него поверил, то ли вы ему очень сильно помогли, когда все другие отворачивались и там говорили: нет, не могу, не буду, не хочу. Вы единственная, кто ему помогла. Он еще себя ощущает в долгу перед вами. Понимаете, что он вам должен, да, и должен по гроб жизни. И никогда он с вами вот будет платить, да не расплатится. Вот это тоже мне как-то, знаете, в глаза прям бросилось. Что вы ему сделали, либо что вы для него сделали, что он так вот прям себя ощущает вашим бесконечным должником. Может быть, действительно вы там встретились, когда у него не было ни кола, ни двора. Может быть, вы дали ему шанс, вы в него поверили. Вы помогали ему, скорее всего, да, может, вкладывались. Но вы его ценность, и он вас стережет. Девочки, хотите верьте, хотите нет, но он вас стережет. Хоть он сам думает, что вы ему там прослушки восстанавливаете, но, скорее всего, он так думает, потому что он сам так делает. Ему
даже, знаете, вот сны иногда снятся, что вы там с другим мужчиной, либо вы от него ушли, да, что вы там, ну, в другой семье живете. И у него там такой холодный пот, он сам не свой, он очень долго от этих снов отходит. И у кого-то еще отыграется, что мужчина прибегает к услугам эзотериков, может быть, ну, напрямую идет на прием, либо он там какие-то онлайн-гадания смотрит, да, чтобы проверить, есть ли у вас кто другой, будете ли вы вместе, хотите вы его там, не знаю, бросить, сбрить, да, вот такое прям в себя не может прийти, ему прям страшно становится, все из рук валится в такие моменты. Даже, мои дорогие, если вы загадали на мужчину, который с вами на расстоянии находится, то этот мужчина, он, знаете, как будто бы что-то подсчитывает, считает, прикидывает в голове, вот, чтобы к вам приехать, либо вас к себе перевести. То есть он понимает, что дальше так не может продолжаться. Ну все, я больше не могу без нее. Я не знаю, что она там делает. Может, кто-то ее обижает. А может быть, она уже в кого-то влюбляется прямо сейчас, а я здесь торчу. То мужчина пойдет тоже на крайние меры для того, чтобы все-таки быть с вами, для того, чтобы объединиться, и все у вас было хорошо. Мужчина даже на как разрыв с семьей готов пойти, если, например, его семья вас не принимает, если его семья там, ну, как-то к вам плохо относится, не очень хорошо, не очень объективно, то он даже готов пойти на разрыв с семьей. Вот настолько вы ему нужны, настолько вы ему важны. Что у мужчины из проблем я вижу, так это то, что он не всегда умеет сказать то, что он думает, то, что он чувствует. У него какая-то боязнь, наверное, да, но это не неуверенность, это скорее какая-то боязнь. Боится открыто выражать свои самые сокровенные чувства. Ему кажется, что это как-то, ну, некомфортно, неправильно, мужчина не должен так это делать. Может быть, у него папа был строгий, может быть, там в семье между мамой и папой особых там чувств, проявлений не было. Может быть, еще что-то, может, там высказал кому-то чувство в ранней юности, его высмеяли, булили за это, и вот у него как-то отложилось. То есть, скорее всего, вы от него каких-то нежных, теплых и прекрасных этих слов о чувствах не слышали. Но не слышали не потому, что он их не испытывает, а потому, что он не может об этом говорить. У кого-то мужчина пытается над собой работать для того, чтобы вот разговориться, чтобы не так комплексовать, когда нужно что-то сказать. Но вот пока не получается. Он у вас немножко в этом плане косноязычный. Вот. Ему нужно, знаете, как либо верить, как в глаза, смотря ему, что он, да, любит, вот таким влюбленным взглядом смотрит, да, значит, любит. Либо девочке как-то жить, учиться жить без этого. Без вот этих любовных признаний, без, там, не знаю, какой-то поэзии, романтики. Ну, вот он такой, не может с собой ничего поделать. Хотя я думаю, что если вы его немножечко в этом плане поддержите, научите, подскажете, то он вполне станет себе романтической персоной. Ну, что есть, то есть. Так, как он еще вас видит? Почему-то он вас видит выше, а себя чуть-чуть пониже. То есть все-таки превозносит вас, да? Это с одной стороны. С другой стороны, возможно, так сложилось, что у вас как-то более удачная жизнь идет, да, карьера, например, более удачная, у него менее удачная. Но, тем не менее, он вас за это уважает, но дает как будто бы себе слово, что он добьется того, чтобы быть с вами как минимум на равных, а как максимум гораздо выше, чем вы стать. То есть все-таки не дает ему покоя то, что вы там больше зарабатываете, либо у вас должность выше, либо у вас свое дело, а он работает по найму, да, но что-то вот не дает ему покоя. Ну, это как бы, да, стимул развиваться, расти, добиваться, идти вперед. То есть вы его еще и стимулируете очень классно. Какая-то ваша подруга, а может быть и не подруга, может родственница, ему очень сильно не нравится. И это его мечта, чтобы вы с этой женщиной перестали общаться, чтобы просто вот не общались. Не знаю, может, у них конфликт случился, может, в принципе, она ему не нравится, а может быть, ну, подружка приставала, да, пыталась его скомпрометировать, и теперь она ему не нравится. Может, мама ваша не нравится, ну, тоже и бывает иногда. Вот хочется, чтобы вы не общались. Но с другой стороны, он не будет на вас давить в этом плане, ну, потому что вы не тот человек, на кого можно давить. Если на вас давить, то вы покусать можете, да, либо забодать, как вот тут показано. Он это знает.
Также, мои хорошие, у мужчины есть мечта о каком-то большом доме. Причем, скорее всего, загородный какой-то дом, такой, чтобы, знаете, там в 3 этажа, чтобы все было на территории, чтобы там гаражи, машины, чего, парк, площадка, веранда, что, может, бассейн хочет. О какой-то богатой жизни он мечтает и считает, что вот все получится. Благодаря тому, что вы у него есть, и благодаря тому, что вы ему всегда подскажете, всегда поможете. Он в вас верит. Верит в вашу любовь и верит в то, что вы друг другу по судьбе. На самом деле очень положительная отсыпка. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.